Всем привет, друзья! Сегодня у нас опять выходной. И по традиции уже как-то так получилось, что стараемся каждые выходные, вернее, жена-то готовит каждый день, конечно, она готовит. А я получается, что каждые выходные я снимаю на видео эту готовку. И у нас сегодня в духовке свиные ребрышки. 2 кусочка свиных ребрышек и 1 кусочек, там просто мясо оказалось и не стали уже отделять с пакета и тоже туда закинули, замариновали. Как они оказались там, вы сейчас в дальнейшем посмотрите. Итак, приготовим мы сначала наши свиные ребрышки. Там 2 кусочка ребрышек и одно мясо там попалось в пакете, просто и не будем же там отделять. Будем готовить. Так, это все солим, натираем, то есть солью, потом натираем перцем и еще приправой для свинины. Вот такие кусочки. Так-то ребрышки положено. Думали, что ребрышки будут там. Но ребрышки оказалось там такой более-менее кусок нормальный, который один кусок. Вот. Хватит, уже там солить, давай там потом перцем тоже натирай немножко. Ну, нет, ты посыпай сначала перцем все, а сверху сверху еще вот этим приправой для свинины. Ну и вот приправой для свинины. Такая. Аромат вкусный у приправы. Ароматная приправа получается. С обоих сторон эти кусочки. Ну и можно их сразу на миску поставить. И пускай часок полежит мясо, так сказать, промаринуется. Да там достаточно уже приправы, мне кажется. Два кусочка ребрышек, и получается одно, просто кусок там мяса оказался. Думали тоже ребрышки. Все это закрываем пищевой пленкой потом. Вот так. И наше мясо пускай там просаливается, маринуется, так сказать. А мы
Включимся уже через час где-то. Ну вот, ребята, прошел час, и сейчас мы это все завернем в фольгу на противень, завернем в фольгу наши ребрышки, так сказать, и в духовку. Толстенько. Все, наше мясо завернуто в фольгу. Духовка греется. Пока на 200 градусов греем, а будем ставить на 160 на 2 часа. Ну вот, наша духовка нагрелась, и мы кладем наши мясо, наши ребрышки в духовку и ставим. Сейчас у нас 200, на 200 нагрели, а поставь на 160. На 160. И это будет готовиться 2 часа примерно. Ну, и будем подсматривать там. Будет мясо мягкое там. Ну, по готовности будем смотреть. Ну вот. Значит, свиные ребрышки в духовке. А мы сейчас поедем, у нас еще другое дело. У нас сегодня видео такое. Готовка и распаковка. Мне пришла от друга моего с Московской области, от друга Федора пришла бандероль. И мы будем сейчас распаковывать это вместе с Машей. А вот и бандероль. И сейчас мы будем открывать. Ну, еще не открывали даже почту. Примерно я знаю, что там. Мне Федор звонил, говорил, что здесь. Ну и поможет мне эту распаковку сделать моя жена Маша. Ну, сейчас посмотрим, что там. Ну, что там? Так. Давай, привет. Давай, а я буду показывать. О, тут слабости опять. Ну, это детишкам, а это... Ой. Ну, это детишкам, это сладкое. И сыр сулугуни. Вот такой сыр гасимый. И... это уже джинсы для девочек. Джинсы для девочек моих. Это я в розыгрыше. Там у него, у Федора на стриме был розыгрыш, и он говорит, что я выиграл. Честно. Ну, вот, в принципе, разобрались с этой посылкой. И, ну не знаю, наверное, Маша-то, наверное, маленькая будет, да? Маши, наверное, маленькие будут. Это, я смотрю, да. Ну, для Катерины, наверное, в самый раз будет. Она у нас худенькая и как раз для девочек. Спасибо от нашей семьи, Федор, тебе. Ну и по случаю там на видео поздравлю тебя со всеми прошлым уже
новогодними праздниками, а сегодня крещение такое, праздник православных. Поздравляю тебя тоже с этим. Спасибо за подарки. А мы опять идем на кухню. И там у нас же, не забывайте, у нас там готовятся ребрышки. Все, мы поехали на кухню. Жена не удержалась и все так и примерила. И джинсы как раз подошли. Федор, вон, смотри. Твой подарок уже, так сказать, на жене. Джинсы фирмы МАС. Сказали, что очень такая нормальная, популярная, хорошая фирма. Вот так. Все, как раз подошло. О, на кухне барсик ждет тоже мясо готово. Вот такой котейка у нас. Барсик. Барсик. Целый день спал. Проснулся. Да? Барсик. Кс-кс. Да я тебя зову, а не хозяйка. Че ты? Наши ребрышки еще не подошли, там чуть-чуть еще осталось. А пока мы приготовим такой соус, ну я не знаю, как он называется, соус или как по-другому, чтобы смазать вот это, вот эти ребрышки вот этим соусом. Ну как соус? Паприка, чесночек, сейчас выдавим, смешаем паприку и растительное масло, ложечку. Это все смешаем. И получится такой, вроде соуса, что ли. Выдавливаем пару головок чеснока. Еще паприки такой. Паприка это, по-моему, перец, этот красный сладкий перец. По-другому. Ну, его пару ложек поставил. Пару ложек. Чайных тоже. Вот. И растительное масло. Сюда тоже. Это все перемешиваем. Масло еще добавил прямо из бутылки, там туда наливаем. Наливай побольше, там все равно смазывать это надо нам. О, вот так. Вот это и потом смесью будем смазывать наши ребрышки, чтобы подровнять. Наверное, еще побольше надо, не хватит, наверное, на такие кусочки. Еще чуть-чуть масла. О. Ну вот. Вот такая она придаст такой красноватый цвет приятный и аромат чеснока. Прошло, ребята, 2 часа. Сейчас мы вытащим наше блюдо. Не знаю, что там, правда, получилось. Но за 2 часа-то свинина, она должна это самое уже приготовиться. Ну вот так, ребята, выглядит. Вытащили мы, сейчас проварим. Вот там жирок. Сейчас проварим, оно это самое приготовилось. Нет мяса. Вроде нежное, да. О, сразу отделяется. Ну-ка попробуй. Пробуй. Все? Готово? 2 часа. Готово. И сейчас мы будем это еще добыкать. Сейчас мы смажем это все вот нашим соусом сверху. И будем, чтобы румяненько это было. Фольгой не будем. Вот этим соусом сейчас будем. Кисточкой все смажем с чесноком. Соус с чесноком с паприкой такой.
сверху. Так. Обильно, не жалей, маш прям. Такой темный цвет как бы получился. Но за аромат вообще исключительный, ребята. Так, ставим на 220, 230 даже еще можно, 230. И еще раз уже кладем в духовку наши ребрышки, но уже как бы фольгу не закрываем. Ну, чтобы немножко получилась такая румяная корочка. Ну, там уже так-то корочка есть. Вот. И немножко, на минут 10, не больше. Друзья, наши ребрышки, ну, доготавливаются, как сказать. А Маша делает уже пюрешку вот такую. Ну, пюрешку уже не будем показывать. Ну, что там, пюре есть. Картошка, пюре-давилка, или как это называется. Соль, молоко и все. И хозяйка еще. Вот так. Вот такое у меня занятие сегодня опять, ребята. Пюрешка получится вкусная, с ребрышком. Да, Машенька? Маша, вот, я говорю, давай поболтаем, как без камеры. Не хочет, стесняется немножко. Ну, не водить не будем. Хоть так. Ну вот, уже наши кусочки на тарелочке. И мы сейчас пробуем резать. О, мясо нежное очень. Он как режется очень. Все приготовилось, ребята. Вот такое мясо. Такое мясо. Все готово, все прожарилось, все, ну, приготовилось, короче, одним словом. Вот такая. Цвет такой темный получился из-за паприки и там приправ всяких. Вот. Сейчас мы это все с пюрешкой будем кушать. Ну, давай мне ребрышки. Ох, смотрится вообще жесть. Вкусно, у меня живот аж урчит. Журчит и урчит и все. Вот такой кусман такой. Ох, мне на тарелочке. А еще вон огурца. О, вот такое. Мясо, пюрешка. И сейчас будем кушать. Тебе тоже положу, сейчас вместе будем кушать. Ну вот и все. Ужин на столе. Себе их, ну, мне, то есть мне и хозяйке себе положила. Хозяйка сейчас снимает, она уже там, ну, просто треногу не стали устанавливать. И вот еще осталось. Ну, нам хватит вдвоем. И на этом все. Наше кухонный, так сказать, и распаковочный вечер заканчивается. Хочу сказать по итогам нашего вечера спасибо своей хозяйке за ужин, такой очень вкусный ужин. Мясо получилось нежное, вкусное, сочное. Ни грамма соли больше, ни грамма соли меньше. Все отлично. И еще хочу сказать моему другу Федору из Московской области. У него есть канал, «Деревенский парень» называется канал. Он переименовал, у него было друг 58, а сейчас он называется, его канал «Деревенский парень». Ну, естественно, там ссылку оставлю. Ему спасибо за подарок, так сказать, что
что я выиграл на стриме у него. И от моей жены тоже спасибо, потому что джинсы подошли ей как раз, в самый раз. Джинсы, кстати, она уже успела похвалить, потому что, говорит, очень, ну вот, чувствуется, что не подделка, а действительно фирменные джинсы, то, что они, говорят, мягкие на ощупь, так вообще классные. И большое спасибо от меня и от вашей, моей, Федору. Еще такое, сегодня у нас, так сказать, праздник, православный праздник Крещения. Всех православных верующих поздравляю с этим праздником. А кто, ну, кто там не православный и кто не верует, поздравьте нас, меня в том числе, с этим праздником. В частности, я верую в Бога. Жаль, возможностей не очень много ходить. Надеюсь, летом побольше будет. У нас тут церковь открылась. И такой красивый храм. Дай Бог здоровья, который это еще организовал, сделал. Большое спасибо от селян скажу за эту церковь. Думаю, летом я все-таки смогу навестить. В мае я побывал там прошлого года. И там даже пандус есть, все отлично. Но, думаю, до лета не получится у меня съездить, а летом обязательно съезжу в храм, помолюсь за себя, за своих детей, за своих родных, за маму с отцом. Вот так. Все, заканчиваю это видео. Всем спасибо, кто был со мной, смотрел. Всем до свидания. До новых видео.